Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас. И очень хотелось бы, чтобы наша работа, она имела свое продолжение. И более того, чтобы наш семинар состоялся как таковой. Повестку дня сейчас комментировать, естественно, не буду. У нас время, к великому сожалению, ограничено. Хочу только заметить, что иной сторонний наблюдатель может подумать сегодня, когда человечество оказалось перед ядерной катастрофой, кощунственным говорить и рассуждать о культуре. А между тем, именно при таких условиях, при такой ситуации, человек, если он человек, начинает мобилизовывать свои ресурсы для того, чтобы противостоять угрозам. Невольно здесь вспоминаются слова Достоевского, который говорил, что бытие есть бытие, когда оно сталкивается перед угрозой. Нечто аналогичное говорил и писал и Платон, и Гегель, и многие мыслители говорили о важности состоятельности, жизнеспособности человека. А мы с вами сегодня пришли из одного мероприятия, которое тоже является наиболее рельефным показателем ситуации сегодня в Абхазии. Но то, что мы с вами здесь переживает, можно сказать, почти весь мир, а особенно на Западе. Что касается темы моего выступления, ее изложить мне, с одной стороны, очень просто, а с другой стороны, очень сложно. Просто потому, что я не излагаю вам и не предлагаю вам свои собственные взгляды. А свою задачу я вижу в данном случае доложить вам, предложить вам точку зрения, позицию академического научного сообщества. Это, на мой взгляд, важно и нужно, потому что, собственно, эта научная позиция, она существует только в узких академических кругах. И, к великому сожалению, она, может быть, где-то и не предназначена для широкого круга элитных сообществ даже, не говоря уже о простом народе. И мы как раз с вами собрались для того, чтобы это в своем кругу раскрыться, показать, как, собственно, наука о культуре, о человеке, об обществе подходит к той или иной ситуации. И свою задачу в данном случае я вижу прокомментировать два ключевых понятия культуры. Это человек и сама культура. Мы, естественно, люди рассуждают и могут рассуждать о себе, но далеко не имеют представления, кто он, откуда он и почему он, какая у человека миссия. Его кругозор, тем более в наше время, мы это могли видеть и там, где мы с вами были. В наше время человек уже не интересуется историей, он не знает и знать не особенно желает. Он не знает и будущего.
и не тратить время и энергию на то, чтобы как-то представить себе свое собственное будущее. Это собственно, значит, присуще массовому сознанию. А люди, которые думают на самом деле о глубоких таких явлениях, которые необозримы, неощущаемы, даже разумом порой недоступны, а между тем такие факторы работают в жизнедеятельности человека. Он этого не осознает, он этого не понимает. И адекватно не отвечает, и ответить тоже не может. То есть сама жизнь, она таит в себе такие пласты, которые, еще раз повторяю, недоступны не то что чувственным органам, но и разуму. А между тем приходится вот наука, в данном случае философия, в том числе богословие, оно, я хотя, скажем, не верующий, но к верующему человеку, если он на самом деле верит, надо, конечно же, с большим уважением относиться, не только с уважением, можно и нужно завидовать, ибо он верит. А без веры человек жить не может. Вера вообще. Ну вот что собой представляет человек, если коротко говорить? Человек – это не природное существо. Он не продукт эволюции природы. С точки зрения науки человек – это особое существо, не имеющее аналогов в самой природе. Все живые существа живут по законам и нормам природы. Единственное исключение составляет человек, который, правда, живет и по законам природы, но у него есть свои законы и свои нормы. Как же он смог этого добиться? Через культуру. Вне культуры человек ничего не делает. Даже заядлый преступник есть культурное существо, ибо он преступник. А это слово применимо только к человеку, но не к живым существам природы. Они преступниками не бывают. А это мы с вами, в среде нас могут быть преступники. А почему преступника? Потому что он нарушил нормы и законы культуры. Потому он преступник. Сама культура что собой представляет? Если вот как бы абстрагировать с одной стороны человека, а с другой стороны культуру. Человек – это такое существо, которое весь свой опыт кодирует в знаках и транслирует, трансформирует и передает от поколения к поколению. А мы мало говорим и мало обсуждаем, как человек становится на уровне онтогенеза. Родился ребенок. Уже в утробе матери он может кое-что слышать. Но видеть не может, тем более мыслить. Когда же он рождается, это первый прыжок биосущества в царство людей. Но, оказавшись в царстве людей, не может он стать человеком, не пройдя курс социализации. Курс социализации – это освоение той культуры, в среде которой он оказывается.
Средой культуры для него являются взрослые люди, которым он подражает и которые его формируют. Первый признак человеческий, присущий причем только человеку, это улыбка. Но он может вообще не освоить даже эту улыбку, если не окажется в среде людей, не окажется вблизи своей матери, которая стоит над ним и улыбается. Это уже первый признак того, что это не просто природное существо. Но улыбка, опять-таки повторяю, это продукт культуры. Выражает своей улыбкой человек свои чувства, свои переживания, свое отношение к внешнему предмету или субъекту и так далее. И потому в данном случае хочу, вот закругляя свое краткое такое выступление, хочу сказать, что роль и культура хорошо наблюдаема и оцениваема сегодня и в Абхазии, и в мире, и, повторяю, особенно на Западе. Потому что Запад не только отказался от Чайковского или Толстого или Достоевского, Запад отказался от своей собственной культуры. Когда на Западе девушка, молодая девушка, голая, может публично являться, то есть у нее нет чувства стыдливости. То есть культура отсутствует. Она демонстрирует свой протест против культуры, потому что культура ограничивает ее. Она, как она думает, она рождена для того, чтобы быть свободной и ничем не ограниченной. А культура чрезвычайно жесткий механизм, ограничивающий человека. И потому, кстати, к великому сожалению, бывают в истории человечества такие процессы, такие явления, когда культура не только возрастает, она развивается, но культура тоже не вечное явление в жизни человека. Культура может тоже разрушиться. Она может разные стадии проходить, и как общество, как и человек, стадию возникновения, становления, расцвета, но потом начинается увядание и разрушение, и исчезновение. По всей вероятности, наша эпоха, наше время – это время увядания и разрушения культуры, о чем очень многие мыслители того же Запада писали, начиная от Платона и кончая Кантом и Гегелем, и кончая мыслителями 20 века, с работами, которыми я знаком и думаю, что и вы тоже. И культура сегодня исчезает. А она исчезает под натиском техногенной цивилизации. Ибо культура несет человеку одни ценности, а техногенная цивилизация несет совершенно другие ценности. Они несовместимы друг с другом. Вот это как раз мы сегодня видим, сегодня наблюдаем и переживаем. На этом, если вы позволите, я закончу, поблагодарю за внимание. И у вас могут быть и ко мне вопросы, могут быть ко мне вопросы у других. Это покажет работа нашего Спасибо, семинара. Олег Несторович. Спасибо. Мне показалось, что как раз то, как начался наш семинар, соответствует сути и понятию этого слова, потому что пока вы делали, излагали нам краткое содержание сегодняшнего вашего выступления, вы обратили внимание, что мы все что-то фиксировали для себя, потому что это было очень интересно, и постановка вопроса, да, вот стоит ли говорить о культуре
когда сегодня происходят такие глобальные процессы, в том числе война, трагедии и так далее. Вы знаете, к тому, что вы сказали, я могу добавить, что ведь мы знаем, что очень многие великие произведения культуры, великие произведения литературы и так далее создавались как раз в пик той или иной страшной войны, в том числе Первой и Второй мировой войны. Тут много очень можно примеров приводить, да, вспомним даже Шостаковича, но вопрос состоит в том, что почему какая-то категория людей в самые трудные моменты для человечества или для какого-то конкретного народа, да, почему эти люди именно в этот момент наиболее думали о культуре. Вот где у нас возникает вопрос. И мне кажется, что именно они думали так и больше занимались культурой в критический момент, потому что они понимали, что все, что происходит вокруг них, трагедия страшная, да, когда проявляются самые плохие качества человека. Они пытались понять, вот, чем можно остановить человека, что нужно сделать, чтобы он осмыслил. И вот тут у них возникало понятие культуры, да, и они сами это демонстрировали. Потом, вот вы сказали, мы вместе были, я тоже был, сегодня была выставка в Доме-музее Нестора Лакоба, которые никак не могут привести в порядок, посвященную столетию гибели Рауфа Лакоба. Вы знаете, ну, это общеизвестные факты, да, казалось бы, для нашего общества. Столетие, прошу прощения, рождения, да. Общеизвестный факт, на самом деле, извините меня, там, значит, информация, которая была вывесена, я могу как историк знать, но и для других было интересно, о том, что совершенно невинные молодые люди, которым было по 17-18 лет, были расстреляны ни за что. И сегодня, когда мы слышим о том, что какой великий человек Сталин или там, значит, Берия был вынужден делать это для спасения там, значит, государства или еще так далее, вот это же потеря культуры вообще. Это же потеря культуры. Потом в отношении человека и культуры, вы сказали, Олег Несторович. Вот тут я абсолютно с вами согласен, потому что это позиция христианства, в том смысле, что антропоцентричность мы говорим, да, когда все, что происходит в жизни человеческого сообщества, в центре стоит человек. И в свое время, когда между языческой философией и христианской теологией начались споры в этом отношении, один из мыслителей, Цицерон, говорил так: ну вот Господу делать нечего, как по вашим словам он, обращаясь к христианам, говорил, значит, вот он будет заботиться о каком-то конкретном человеке. Это подобно говорит тому, что лягушка, которая находится в болоте, она думает, что вокруг нее сосредотачивается вся Вселенная. Но это очень была правильная позиция христианская, в отличие от слов этого мыслителя, потому что любое направление человека, вот поскольку я занимаюсь историей, историки задавались вопросом, а вот что изучает история? И французский историк Марк Блок сказал так: история – это изучение человека в конкретном времени. И вот если вот это определение распространить на все остальное, то же самое. И биология человеком, да, занимается изучением человека. Любое человеческое направление, если мы возьмем, все крутится вокруг конкретного человека. И поэтому, наверное, и в абхазском обществе мы вот этот нюанс упустили. Мы полагаем, что среда, наличие материальной обеспеченности, еще каких-то благ, значит, мы все время думали, что вот если все вокруг нас будет хорошо, тогда мы тоже будем хороши. А оказалось, что наоборот нужно смотреть. Если изначально человек культурен, значит, он вокруг себя будет создавать эту культуру. Вот теперь, что касается определения культуры. Ну, конечно, очень много существует, как вы понимаете. Я
имел возможность как раз участвовать на одном круглом столе, который вы, да, Олег Несторович, вы организовывали. Как раз я на абхазском, правда, читал свое выступление, говорил о том, что изначально, что значило слово «культура» в римских первых трактатах, да, когда это увязывалось с культурой вообще обработки земли и так далее. Но это другая тема. Но есть один очень важный момент, и тогда я тоже говорил, определение Павла Флоренского, который сказал следующее. Он увязывал, по крайней мере, русское слово «культура», потому что в греческом это совершенно другое значение имеет. Политизмос означает «культура города». То есть то формирование городского сообщества, да? Но в русском, если, коль мы говорим на русском языке «культура», он увязывал с понятием культа, да, который происходил в разных религиях. Что имелось в виду? Имелось в виду очень важный момент, когда человек, как вы совершенно правильно заметили, верит, порой даже, может быть, в очень абстрактные вещи. Но вот эта вера содействует тому, что он вокруг этой веры формирует некий культ поведения и свое отношение к своему представлению, и, соответственно, к людям, которые его окружают. Отсюда очень много в Средневековье попало в то понятие культуры, которое мы сегодня используем. Дальше свобода. Вы сказали, что, пример привели молодой девушки. Вы знаете, все-таки такое понимание поведения человека и такое понимание свободы, это все-таки характерно для второй половины XX века. Для второй половины XX века с определенными движениями хиппи, рок-музыки и так далее, и так далее. Но вот если мы посмотрим даже 60-е, 70-е годы, вот я недавно выложил фотографии известного испанского фотографа Христины Родерен, я вот, понимаете, я был поражен, Олег Несторович, потому что я вдруг увидел наших бабушек и дедушек в таком традиционном одеянии, с какими-то традиционными культами поведения, культурой поведения. Если мы поедем, посмотрим, например, Италию, Грецию и другие средиземноморские страны, мы увидим, что вот все то, о чем мы говорим, и они сохраняли до второй половины XX века, когда пришла, скажем так, новая культура в новом ее каком-то осмыслении, и итогом вот этой новой культуры является как раз то, что мы сегодня с вами переживаем, техногенная цивилизация, и этим завершаю. Единственное, что я хочу сказать, я все-таки оптимистичнее смотрю на техногенную цивилизацию. Да? Почему? Потому что, Олег Несторович, вот если мы посмотрим, появление письменности в древности, главным образом, когда мы говорим о письменности, всегда фокусируется на античной греков, где-то 8 век до нашей эры, появление литературы сыграло невероятную роль. Потом появление книги, то есть раньше надо было свитки куда-то возить, перевозить там метрами. Да, это революция была. Книгу придумали христиане, они большой лист сложили и порезали на 4, появилась тетрадь. И каждый человек мог, быстро находить нужную ему цитату, нужный ему фрагмент. Появление книгопечатания. Как говорил, например, Виктор Гюго, он говорил так, да, это немецкая чума. Он так называл книгопечатание, когда книга стала доступна массово. Это тоже была революция. И вот мы сейчас стоим на пороге, когда у нас очередная революция, когда все то, что также воспринималось, как мы сейчас воспринимаем негативно, но потом стало оцениваться позитивно, мы имеем и сейчас в лице техногенной цивилизации. Другое дело, что и мир, и мы с вами, абхазы, должны выработать в себе культуру поведения вот в этом новом формате. Благодарю за внимание. Спасибо, Давур Капитонович. Я, чтобы не забыл, начну с того, что сказал отец Дарат. Когда, Олег Несторович, вы говорили насчет угрозы техногенной цивилизации, я так понимаю это дело. Конечно, можно приводить параллели, они оправданы, что изобретение письма, книгопечатания, радио и так далее, это все было сродни технократической революции, которая облегчила, во-первых, общение между людьми, потом сохранение информации и более эффективная передача этой информации
будущим поколениям. То есть это культурное оружие культуры, которое... Но современность чем отличается? Современность отличается, на мой взгляд, тем, что нынешняя техногенная цивилизация, она помимо этих гаджетов, интернета, мобильных телефонов, она еще создала ядерное оружие. И это ставит человечество в совершенно другие условия. Здесь появились угрозы в некотором роде непостижимые. Чем это обернется в руках человека, пока никто не может предсказать. Контроль существует все эти годы, да, как появилась прививка была в Хиросима, Нагасаки, человечество ужаснулось, и с тех пор как бы мир держится на таком хрупком балансе, что это невозможно применить, это конец планете. Но уже раздаются некоторые голоса и довольно известных экспертов, философов даже и в России, и на Западе, которые начали говорить о том, что может быть нужна еще одна прививка человечеству в виде ядерной, локальной ядерной войны, где погибнут примерно 200-300 миллионов человек, но зато после этого человечество точно будет избавлено от угрозы, и вполне возможно, что на второй день после всего этого страшного события человечество откажется вообще от ядерного оружия. Я сомневаюсь, честно признаться вам, да. Да. Поэтому техногенная нынешняя ситуация, конечно, отличается и очень в плохую сторону отличается от золотых времен средних веков и эпохи книгопечатания, наверное. Культура это общеизвестно, это очень тонкий озон, как озоновый слой, очень тонкий. Он очень тонкий. Любое общество может провалиться в состояние одичания, оказывается очень просто. Пример недалекого относительно исторического прошлого – Германия. Ну, кто может сказать, что Германия не была, немцы не были культурной нацией? Сих, Гёте, Шиллер, Гегель, Кант, Гегель, Ницше, Шопенгауэр. Там же, а какие математики у них были? В 30-х годах, 20-х годах самая сильная наука была у немцев. В конце концов, Эйнштейн еврей, но он немецкий еврей, он в Германии учился и так далее, и там защищал диссертацию. И вдруг это общество за каких-то несколько лет опустилось в бездну, бескультурья. Самую страшную бездну, которую можно себе вообразить. И такая угроза у нас тоже существует. Наглядный пример – это война. Война сразу раскрывает хрупкость культуры. Война, какая бы идеология ни была начала войны, самые благие намерения могут быть. В нашей войне мы защищались, и у нас было нравственное оправдание того, что мы взялись за оружие, потому что на нас напали, мы защищались. Но давайте будем честны, к концу войны многие наши бойцы, многие из тех, кто воевал, защищал страну, удержался на уровне высоком, нравственном наших понятий, даже нашего собственного народа. Многие ли удержались к концу войны, и после войны многие ли удержались на таком высоком нравственном уровне, защищая свою родину, святое дело, свою священную землю? Нет. Это опять-таки война, это самое разрушительное. Это лакмусовая бумажка, которая показывает, что любое общество в состоянии войны быстро скатывается в одичание и к деградации. Да, это, конечно, это контркультура. Это все явление контркультуры, движение хиппи, молодежные бунты и так далее. Это все понятно. Они хотели новый какой-то дискурс в обществе, наверное. Да, так и есть. Они хотели что-то изменить в этой жизни, потому что буржуазная, она душила человека. Они хотели свободы, но эта свобода потом вылилась в какую-то крайность. Свобода без ограничений – это, наверное, вседозволенность, это хаос, это анархия, которая
И культура это есть, может быть, самая жесткая штука, которая регулирует человеческое общежитие. Самая жесткая вообще-то. Да, апсора. Это же понятие жесточайшее, культуры, да, это деспотия, тирания. Попробуй, от яда я ее... Да, деспотия, тирания даже больше, может быть, чем государственные институты в некотором роде. Но когда ослабляется, на Западе, наверное, это вызвано тем, что там они сделали, они захотели, они хотят хорошей жизни, счастливой по всю сторону. По всю сторону. Они рассматривают существование как только по эту сторону бытия. Это, конечно, это забвение Бога, отрицание Бога, что говорил Ницше. Дехристианизация Европы. Да, Бог умер. Ницше сказал, Бог умер. Он констатировал, он видел, куда идет культура западная. Бог умер. Когда Бог умер, как сказал Иван Карамазов, если Бог мертв, то все дозволено. И это, но потом, раз Бог умер, остается быть счастливым, то есть взять из жизни по эту сторону все, что возможно. То есть гедонизм, наслаждение жизнью. Естественный следующий шаг – это общество потребления. Единственное, Даур, вот я прошу прощения, есть такой маленький нюанс. Все-таки мне кажется, что мы преувеличенно смотрим на ситуацию на Западе. Почему? Потому что, к сожалению, мы получаем информацию всегда самую худшую. Да, я совершенно согласен. Да, я один пример приведу. Когда был ковид, все переживали, в итальянском маленьком провинциальном городе был такой случай. Священник, пожилой, оказавшийся в больнице, в первые дни пандемии, когда Италия, Испания задыхалась, значит, рядом с ним лежал молодой человек. Этот священник сказал, а его все уважали, его все любили в этом городе. Он сказал: снимите с меня маску, оденьте этому молодому человеку, пусть он живет. И таких примеров очень много. Просто мы немножко... Да. Я совершенно согласен с тобой, потому что мы по советской инерции говорим о загнивающем Западе, который гниет уже сколько лет. Я сужу вот в той сфере, в которой я как бы нахожусь, по литературе. Вы меня извините, но культ книги, культ чтения. Во Франции одной существует 251 литературных премий. Понимаете? 250 литературных премий существует. Фантастика. В России было до недавнего времени около 5-7. Все поэт года нету уже. Большая книга уже нету. Масса других премий, они просто сошли со сцены. А во Франции, которая... Франция является, Париж является литературной столицей мира, это понятное дело, и Франция это республика словесности, но 250 литературных премий, и до сих пор, при всем, в Германии, в Англии, сколько у них хороших писателей, читателей, знатоков, меценатов, которые поддерживают это дело, это несравнимо, к большому сожалению, даже с тем, что делается, у нас тем более, с тем, что делается даже в России. На таком, в Америке тоже очень почитается. И, так что там, конечно, нам надо дорасти до их проблем. Я так считаю, да. Я вот сейчас, извиняюсь, я хочу привести один грубый пример, немножко грубоватый, но он, мне кажется, хорошо рисует нашу ситуацию. У человека, скажем, есть, извиняюсь, туалет во дворе за 100 метров от дома. Туалет обычный, это самая кабинка и выгребная яма. У него нет проблем в сравнении с тем, у кого есть санузел с водопроводом. Санузел может засориться, может вода там и так далее. Понимаете, проблемы этих людей сравнимы. Кто должен кого догонять? Мы говорим о проблемах часто и Запада, и других стран цивилизованных, или Японии, когда у нас толчок за 100 метров, продуваемый всеми ветрами, а у него, видите ли, санузел современный, но у него там проблемы, вам водопровод засорился, или что-то еще другое, свет выключили и так далее. Вот на таком уровне мы обычно, к сожалению, рассуждаем, потому что мы все, к сожалению, большому,
по советской, опять-таки, инерции являемся жертвами идеологии, жертвами СМИ, жертвами государственных официальных органов. Мы это все, но мы должны научиться, тем более в Абхазии, когда мы хотим быть суверенным, независимым государством, мы должны научиться отличать идеологическую направленность от правды. И насколько можно максимально сохранять независимый взгляд на вещи. Только это может спасти, мне кажется, наш народ, наше государство, и нашу страну, нашу культуру. Если мы будем... Абхазы, мне кажется, отличались всегда этим. Потому мы сохранились. Абхазы, всегда в абхазах, на мой взгляд, жил дух противоречия. Если бы они за всю долгую свою историю поверили бы в кого-нибудь безоговорочно или в какую-то идеологему безоговорочно, нас уже не было бы. Это правда. Это тоже где-то хорошее качество. Мне кажется, вот как бы негативные какие-то наши свойства, как бы неумение объединяться в каких-то псевдоважных вопросах, сохранило нашу этнос. Мы должны осознать, абхазы, еще раз, исторически это было многожды, мы должны осознать еще раз драматичность нашего положения в современном мире, что эта драматичность очень острая, она может быть более острая, чем было 30 лет назад, 50 лет назад. Потому что мир меняется стремительно и меняется не в лучшую сторону, как мы наблюдаем. А наша сверхзадача – это сохраниться как народ, как дух абхазский, как этнос, как носитель культуры. Как носитель абхазской культуры. И в этом мире, чтобы сохраниться, значит, надо что-то делать. Ментально мы в этом глобальном мире не защищены. И у нас почти нет механизмов, чтобы защититься от того вала, который идет на нас. Мы можем сохраниться физически, но этнос наш, народ, может просто перейти в население. Народ и население – это разные качества совершенно. А мы можем превратиться, не осознав тех угроз, очень скрытных, очень опасных, очень неуловимых. Я бы даже сказал, незаметив. Незаметных, да, очень и ловких, и коварных. Когда война, это было ясно сразу все, прямая угроза. А потом пошли другие угрозы. А вот когда нам мозги пудрят, грубо выражаясь, идеологиями, а мы... Если бы абхазы все поверили бы в коммунизм, нас не было бы, это точно. Все поверили бы в махаджирство, нас не было бы. И вообще, если бы мы все поверили бы в какого-бы нашего вождя, нас не было бы, это точно. Но этот здоровый дух, мне кажется, нам очень необходим и сегодня тоже. Еще, наверное, все-таки есть и то, что положительно в этом отношении, это восприимчивость другой культуры. Мы всегда очень открыты, открыты. Да. Совершенно разным культурам мы были открыты. И мне кажется, и с этой точки зрения, и до сегодняшнего дня вопрос состоит в том, что выбирает человек или народ. Понимаете, не в том, что где-то хорошо, где-то плохо. Везде и хорошо, и плохо. Везде и культура есть ее негативные и стороны, упадок. Вопрос в том, что выбирает человек и народ. И вот в этом смысле абхазская культура, она очень насыщена. Насыщена, очень насыщена, да. Спасибо. Герман, дорогой. Олег Несторович, прежде всего я хочу поблагодарить вас за возможность, которую вы предоставляете уже не первый раз, и представителям церкви в том числе, раскрыть какие-то определенные парадигмы, в которых мы живем, а для некоторых людей, возможно, они закрыты или недоступны. И что мне всегда импонирует в подходе, который вы, какие бы должности ни занимали, постоянно демонстрируете, это академический подход. Потому что, как мне кажется, в нашей жизни серьезного научного академического подхода не хватает. Не хватает как воздуха. И когда вы определили тематику культуры и проблемы в современном нашем обществе, в Абхазии, это, конечно, поставило очень много интересных вопросов, которые привлекли нас. Почему мы и согласились, собственно говоря, принять участие в вашем семинаре.
Мы не только как представители церкви, как и личности, да, являемся сторонниками популяризации. И популяризация науки – это один из аспектов. Но на нашем языке это просвещение. Да. Популяризация науки – это очень важная и серьезная вещь, которая сегодня, я думаю, вы совершенно точно отметили, не хватает нашему обществу не только в маленьком пространстве Абхазии, но и в большом пространстве, в котором мы инкорпорированы. И мы в церкви тоже не являемся сторонниками элитарности. Мы скорее сторонники эгалите, но в каком аспекте? Элитарны могут быть какие-то сообщества или организации, которые генерируют мысль. Но в любом случае конечная цель, она в чем заключается? В том, чтобы эту мысль донести до широкой общественности на том языке, на каком она может это понять и воспринять. Поэтому еще раз благодарю за то, что вы нам предоставляете такую возможность. Как мне кажется, вы очень правильно задали тон с самого начала, чтобы наши беседы не носили характер вот этих известных инсинуаций еще Аристотеля, который сидел, посыпал главу пеплом и говорил: ах, это молодежь, к чему это нас все приведет, катастрофа, мир уходит в небытие, традиции уже не те и так далее, и так далее. Александр Великий ушел в Индию. Да, вот от этого, я думаю, мы уже, имея за спиной таких предшественников, хорошо вам знакомых, и в том числе и вашего друга Платона, мыслителя, я думаю, что мы надежно защищены от подобного рода ошибок, потому что это бытовое проявление мысли, которое очень часто встречается, тем не менее, оно связано в большей степени с физиологией, нежели с реальным социальным положением дел. Слава Богу, есть молодежь, слава Богу, есть продолжение жизни, даже биологически жизнь хоть и сокращается на нашей планете в разнообразии своем, но тем не менее имеет возможность продолжать. Что я бы хотел напомнить? Как мне кажется, вот, чтобы определиться с задачами семинара, когда проходили наши подготовительные встречи и вы ставили перед нами задачи, которые вот мы будем обсуждать, отец Дорофей вспомнил историю, это на самом деле была библейская история о 3 путников, которых вот встретил один из пророков, Авраам, и которые шли в город. Я хочу напомнить эту историю. Они направлялись в Содом и Гоморру. С точки зрения культуры, я думаю, однозначно, да, определение у этих городов. Нарицательным стало. Да. Вот они направлялись в Содом и Гоморру. Авраам был бедуином, он кочевал по пустыне, увидел 3 путников и по закону гостеприимства пригласил их в свой шатер, умыл им ноги, а затем угостил их едой и поинтересовался, куда вы, собственно говоря, направляетесь. Они сказали, что идут в город Содом и Гоморру, поскольку крик, вопль от этих городов достигает небес. Надо посмотреть, что там происходит. Конечно, племянник Авраама жил в этом городе, Лот, и Авраам прекрасно знал, что происходит в Содоме и в Гоморе. И он понимал, чем закончится путешествие Бога в этих 3 ангелов в этот город. И он начал просить. Вот если в этом городе не будет 100, да, там 90, 80, 70, 60 праведников, ну, говорит, если не будет 60, то хорошо, может быть, 50 будет, я пощажу этот город. Ну, а вдруг до 50 не будет хватать 10, пощажу. А вдруг не будет хватать еще 10, шел торг, классический торг, где Авраам выторговывал жизнь этих городов. И в конечном счете он дошел до такого минимума, как 10 человек. 10. Господь ему говорит, ну ладно, если хотя бы 10 будет, ради 10 праведников в этом городе я пощажу этот город. Направился туда, и вот когда эти ангелы туда вошли, их встретил Лот, племянник Авраама, пригласил к себе домой. Случилось следующее, все жители города собрались у дома Лота для того, чтобы совершить насилие над этими 3 путешественниками, путниками, да. Совершить насилие, весь город.
И вот они быстренько взяли Лота с семьей, в спешном порядке эвакуировали его из этого города, а история Содома и Гоморры, я думаю, понятно, огонь. Единственное, да, единственное, к чему это все могло привести. Эта библейская история говорит нам о вот этом количестве людей в том или ином социуме, которое с точки зрения представителей религии достаточно для того, чтобы социум существовал и был жизнеспособным. Оказалось, что меньше 10 будет уже недостаточно на целый город. И вот, знаете, некоторые религиозные представители религии, они это усвоили. Например, в иудаизме для того, чтобы собралась община, которая может совершать молитву, необходимо 10 человек. Так это и в христианстве минимум, в советское да. время тоже десятка. Десятка, то есть Хрущев ввел так называемые десятки, чтобы существовал приход, нужно иметь 10. Но я думаю, вы для юридического лица прекрасно знаете, какое количество необходимо людей, в Абхазии чтобы тоже 10 зарегистрировать человек, юридическую да. организацию и так далее, и так далее. То есть это было усвоено. Но я хочу обратить внимание на другое. 10 человек праведников, это с точки зрения Ветхого Завета 10 человек, которые отдают отчет своей деятельности. То есть они не просто обладают сознанием и знакомы с религиозными предписаниями, моральными предписаниями, традициями своего народа или города, но кроме того, они обладают еще этим, это слово забыто у нас в обществе, рефлексией. Это рефлексирующие субъекты. Они собственное поведение способны оценивать. Не только поведение ближнего, искать соринки, как это принято во всех обществах, да, во всех обществах. Но они способны критерии применять к самим себе. И вот, как мне кажется, с точки зрения культуры наиболее важно собрать, сконцентрировать в нашем обществе, Олег Несторович, рефлексирующих личностей. Поэтому у меня такая просьба, если вы будете приглашать, а я знаю, что у вас есть такая задумка, приглашать специалистов из тех или иных областей, то обязательно, потому что нехватка сегодня информации, которую мы способны получать от личностей рефлексирующих, это как отсутствие кислорода. Это не как отсутствие воды или еды, это именно как отсутствие воздуха. Сегодня популярная культура и масс-медиа нас пичкают информацией, которая онтологически ничтожна, абсолютно ничтожна, она ничего нам не даст. А вот голоса, о чем, кстати, вы и говорили на предшествующих встречах, а вот голоса рефлексирующих личностей мы не слышим. Да. И что, они исчезли в нашей среде? Они не исчезли, они есть. Просто они не имеют доступа к средствам массовой информации. Как это и было когда-то. Потому Олег Несторович позаботился о том, чтобы сейчас нас снимают, стоят 4-5 камер, Герман. Это было изначально задумано, чтобы этот разговор не закончился только между нами здесь, значит, да, между собойчиком, прекрасные наши рассуждения, но мне кажется, что мы иногда говорим, что ну вот это не массово, это не для всех, вот есть только элитарное общество. Да. Это все правильно, но потенциально с точки зрения вообще антропологии, религиозной, философской, любой, потенциально каждый человек уже изначально имеет задатки к тому, чтобы воспринять хорошую идею и ее реализовывать. А соответственно, наша задача, чтобы та или иная идея дошла до конкретного человека, в том числе в нашем обществе. Спасибо большое. Спасибо. Я очень доволен всеми вами. Хочу только одно добавить, еще раз возвращаясь к теме важности, экзистенциальной значимости культуры в жизни человека. У богословов, да и в Библии эти сюжеты встречаются хорошо, и у философов, и у того же Платона встречаются большие споры, разговоры относительно того, что такое жизнь. Когда мы можем говорить о том, что человек живет?
когда он дышит, или еще чего-то ему нужен. Подлинная жизнь. Да. Значит, жизнь человека связывается с появлением души. С душой он не рождается. Он рождается с предположением, то есть он способен стать душевным. Но души нет у ребенка. Спорный вопрос. Олег Несторович, ну это мы продискутируем еще. Ну да, души нет, но он может стать душевным. А что значит душевным? То есть, когда, кстати говоря, и сегодня это используется на практике, врачи четко не могут определить, когда человек умер. Олег Несторович, абхазская философская мысль в данном случае противоречит европейской, ну что, с точки зрения абхазского понимания, да, запсито ауё, запсито, то есть у того, у кого есть душа. А на абхазском языке точно фиксируется это. И пситопора. И психотитера. Душа покидает тело. Тогда он умер. И сегодня, кстати говоря, медицина тоже исходит из этой практики. Да. Медицина А душа наворотила много каким делов в этом образом плане. появляется? Опять-таки, значит, душа связана с культурой. А теперь, кто такой культурный человек? Надо его тоже определить. Какими качествами, способностями, потребностями он должен обладать, чтобы говорить о том, что он культурный человек. Это тот, который, то, о чем говорил Герман, тот, который себя знает, понимает и уважает, и точно так же может относиться к другому. Вот здесь кроется, собственно говоря, истоки социальной психологии человека. Я думаю, что к этим проблемам, к еще более сложным проблемам мы вернемся. Еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня приняли. Если даже из нашего семинара общество наше ничего не почувствует, что исключать нельзя. Но для меня очень важно, чтобы мы сами разобрались. Мы люди способные, вы молодые люди, но очень способные люди. Не имеет здесь значения, кто церковь посещает, кто не посещает и так далее. По этим критериям мы не определяем и так далее. Если вы обратили внимание, кстати, сегодня в 20 веке, в 21 веке наука все больше и больше сближается с религией. В том смысле, причем с настоящей религией. Да, в том смысле, что наука все больше и больше не доказывает, а верит в те постулаты, которые... Да, тот же Сократ говорил, для того, чтобы убедить себя, что 2 × 2 = 4, надо верить этому. Да. Если вы не верите в этой простой математической или арифметической операции, то 2 × 2 сколько угодно может быть. Да. И с другой стороны, тот же Сократ говорил о том, что истина непостижима. Тогда ему ученики, слушавшие, говорят, какая ценность тогда истине, чему вы нас учите? Зачем мы платим деньги, Да, мы ходим на зачем ваши вы лекции? тратите наше время и свое время, если она недостижима? А Сократ говорит, надо стремиться к истине, и в этом ее смысл. То есть человек должен иметь перед собой недостижимые идеи и мысли. Недостижимые. Да, потому что именно это делает его человеком, отличающим от всего остального. Бог же у вас тоже непостижим. Вы не можете очаг дома посетить. У вас Бог. Но вера в Бога вас спасает. Да.
верите. Вот это, да, вот это, мне кажется, то есть разговор и рассуждение о культуре вообще, это служит для того, чтобы понять, кто есть человек и с кем мы сегодня имеем дело. И я думаю, что напрямую связано опосредованно с тем, что говорил Николай Сталевич. Нильс Бор, величайший физик. Эйнштейн – это главные вершины физики. Я как бывший физик могу это утверждать. Нильс Бор на своем доме на заборе подкову прибил. И приходят соседи, друзья, родственники, спрашивают: слушай, Нильс, ты такой великий, величайший ученый, неужели ты в эту ерунду веришь, что подкова? Конечно, говорит, не верю, говорит. Но говорят, что оно приносит счастье даже тем, кто не верит. Изначально, даже когда мы обсуждали, да, вот эту тему, в каком формате проводить семинарию, как его делать и так далее, мы с самого начала избегаем такой постановки вопроса, что кого-то мы завтра изменим, какое-то общество приведем, значит, к идеальному пониманию всего того, что мы здесь говорили. Я еще раз говорю, что мы исходим, и в данном случае здесь мы исходим, что наши беседы обращены ко всем людям, к любому человеку. Я считаю, что разделение, и в том числе нашего общества, вот, допустим, простой крестьянин не способен понимать что-то, что мы говорим, а вот ученый способен понимать, или же, допустим, молодой человек и взрослый человек с жизненным опытом. Мне кажется, что наша цель и задача потенциально предоставить возможность любому желающему человеку прислушаться к тому, что здесь говорится. И второе, что мы обсуждали, когда мы начинали вот этот семинар, значит, это позиция, в том числе моя, религиозная позиция. Как священник у меня не стоит цель спасти всех. Никогда это невозможно, никто никого не спасет. Как священник у меня стоит цель, вот если один из 1000 понял смысл жизни благодаря моему выступлению или моей проповеди или еще чего-то, да, то вот это, конечно, моя цель. То же самое, наши беседы, если они итогом будут иметь среди 250 тысяч наших граждан, живущих в Абхазии, значит, что кто-то из них, 1-2 человека, послушав, призадумавшись, сказал: оказывается, я человек, и я призван совершенно к другому, а я-то думал, что мне надо только иными другими вещами заниматься. Я думаю, что мы выполнили в некотором смысле свою миссию. Большое спасибо. Время наше истекло. Спасибо. Спасибо.